Изомер. Преподаватель декоративно-прикладного искусства. Сара Макарова рядом сидит. Так, и вот рядом с вами. Это у нас, по-моему, СМИ какая-то, да? Да, Вести фотография. Это общественное общество и наш доктор наук, это Жекова Нина, Жекова Тамара Николаевна. И Сережа Майнагасов, наш представитель совета Российского фонда культуры, тоже деятель культуры. Это Рашид компании, которая приехала в Хакасию. Он представит своих конкурсов. Ну, это наши культурные программы, которые у нас Республика Хакасия, ваши гости. У нас барабаны играют, девушка классические танцы и сапна. Теперь можно здесь рабочий стол, который встречу с деятелями культуры Индии. Ну, Индию знают нас Ася Капуров, известная на всем мире. И из истории из традиционной культуры говорится о том, что в специальном районе город мастеров, где они живут, в этом районе, другие хотели бы спросить у Рашида, правда так или нет? Мы читали эту книгу. Ну да, есть такое, и там практикует, и, конечно, есть государство поддерживает, государство помогает, потому что это, они как могут их поддерживать. Это правда у них такой целый город, да? Жилье, да. Ну это и статус. Это как бы любой, это да, как бы это Мумбай, они находятся. Ну это Мумбай. Мумбай. Это курортный город. Они живут здесь. Видите как? Мужик относится к культуре, она не умирает. Дают квартиры. В России работникам культуры квартиры бесплатно сейчас не даются. Они покупают сами на свои деньги. И очень тяжело работникам культуры сейчас подняться на высокий уровень зарплаты, чтобы получше получать. Они находятся в очень сложном положении в России. Конечно, это каждое государство своя политика. Да, поэтому как бы артисты, конечно, или культура это как бы лицо страна любой. И поэтому они всегда нужны и надо их поддерживать. Да, молодцы, что государственном уровне идет поддержка. А когда гастроли выезжают в другие страны, самолеты предоставляет правительство? Конечно. Предоставляет, Проще бы они предоставляют. Все расходы, это организуется через посольство. У нас даже посольство Индии, мой на индийской культуре бесплатно учит. Бесплатный язык, индийский язык можно учить. Это посольство Индии, если, допустим, в Москве есть, или в других странах, там будет бесплатно учиться культура Индии, танцы, кто хорошо занимается, их мы отправляем в Индию, чтобы они дальше развивали свои таланты. Скажите, а много любителей танца? Вот я поняла, они не профессионалы, да? Да. Вот таких людей, как они, много там? Да, конечно. Ну, и Индия как бы основные люди сам себе Они все поют, стараются, да, поют, видели как кино. Да. А вы знаете, нам говорят, что вот в Индии, особенно когда во времена Радж-Капур был очень популярный, говорили, что индийские фильмы народ не будет смотреть, если там нет танцев и любви хорошего нет. Так ли это? Да, конечно. Ну и если вы знаете, по желанию, когда вот толстые говорят, что это сибирское здоровье, кавказская долголетняя жизнь и индийская любовь. Вот так То тоже есть говорят, да? да, У вас у тоже нас- так говорят, сибирского здоровья? Конечно. Да? Ничего не
очень так долго, самостоятельно ездит, работает. она так долго может